Аблай-хан был 18-м правителем казахского ханства, и он был единственным, кто объединил все три казахских жуза. И это был человек выдающийся, неординарный. В связи с этим мне вспоминаются строчки из стихотворения Бухар-Жырау о хане. «О, Абылай, богател твой народ, ты в богатых местах дал спасти ему скот, ты гостей принимал под сенью шатра, угощением была им мясо гора, и ко всем твоя милость была щедра». Так каким же было становление великого Абылая и какие свидетельства о жизни его сохранила история? Давайте разбираться. Наши архивисты уезжали в зарубежье, конкретно это в Москву, архив древних актов Российской Федерации, Российской империи, затем архив внешней политики Российской империи. Очень уникальные документы нами получены. По ним мы, конечно, узнали о истории казахского ханства XVIII века, о правлении Аблая, о роли Аблая действительно в документальных данных, о роли Аблая в восстановлении казахского ханства, о развитии казахского ханства и взаимоотношения Российской империи, России и взаимоотношений с цинским государством, Китаем. Кроме архивов Москвы, исследования проводились в Санкт-Петербургском историческом архиве, в архиве Оренбурга и Омска, соседнего Омска. Были выявлены документы, полученные документы из архива Китая. Там работали наши ученые-востоковеды, возглавила доктор наук, исторических наук Мерверт Абусиитова. Она привезла более 3000 документов, и это особенно касается истории казахского ханства, истории правления Аблая. Вы знаете, очень интересные данные мы обнаружили. Это взаимоотношения Цинской империи. Конечно, были и мирное время, были, когда отношения между казахским ханством и Цинской империей, Китаем обострялись, и тогда находили выход. И организовывались посольства в Китае. Миссии, да? Да. И мы, изучая документы российских архивов, обнаружили о том, что вот в 1981 году Аблай умер, и там говорится, что у него было 30 сыновей и 40 дочерей. Это официальные документы так говорят. А вот посольство, изучая документы китайских источников, я, например, конкретно обнаружила имя 19 сыновей, которые были, да, в составе посольства казахского ханства. От имени Аблая они возили туда дары, и итогом станет разрешение, когда Китай вел такую политику изоляции. И тогда казахскому ханству, нам было разрешено торговать чигучень и кучей. Вот это первые такие взаимоотношения. Но чуть ранее документы говорят о развитии торговли в нашем городе, организация Сатовки. Это было решение российского государства, потому что обратился о взаимовыгодном сотрудничестве Аблай. А реализация этой организации Сатовки, вот организации этой работы, конечно, вел Кулсары и Ике Батыры. И там были указания какие-то? Да. Россия, имея такого соседа, как казахское ханство, пыталась жить в добром соседстве. Это с одной стороны. Это развитие торговли, да? Это выход на южные территории, на южные города и дальше, если мы скажем, дальше в Индию, если в то время такой вопрос еще стоял одним из приятных, положительных Китай. Но с другой стороны, они привлекали чиновников наших казахского ханства, скажем так, деев, старшин на свою сторону, то платили жалования. Например, Аблаю они платили 300 рублей, а Кулсары и Кулике Батырым по 100 рублей.
Но потом в документах мы видим, что в дальнейшем эта сумма жалования увеличилась до 1000 рублей. Это очень большие суммы по тем временам. Если сравнить это приблизительно, сколько? Ну, там, если по тем временам, например, овцы, несколько, там 50-40 копеек, вот так вот они стоили, поэтому это очень большая сумма. Да. Поэтому, кроме этого, одаривали одеждой, привозили они муку, хлеб. Вы знаете, вот изучая, опять же, время правления Аблая, мы видим, что больше сотрудничества, реализация тех идей, которые хотел бы Аблай, реализовывать Кульсары и Кулике-Батыры. Когда вот стал умирать институт батырства? Ну, институт батырства, по большому счету, вот как такового уже батыров, знаете, это время само диктует период, переломный период бывает. И не только институт батырства умирает. Исчезало казахское ханство. Независимое казахское ханство исчезло. И вместе с ним институт батырства. Вот последний казахский хан, это будет Аблай Батыр. Его признавали во всех 3 жузах. А потом уже, она все равно ослабленная будет после джунгарских нашествий. А там еще, когда джунгары нападали, тут еще и агрессивных соседей хватало. И Каканское ханство нападало, Каракалпаки нападали, киргизы нападали, Сибирское ханство. Ну, все потихонечку нападали. И в итоге тому же Аблай-хану деваться-то и некуда было. Все-таки надо было искать, с кем надо в дальнейшем сотрудничать. Ну, не в том плане, что я ваш полностью и все. И он заключал договоры и с Китаем, заключал договоры, чтобы передышка была. И с Россией заключал переговоры. Но таким вот образом казахское ханство все равно исчезало уже, исчезало. И где-то в середине 18 века, нет, 19 века, все. В Казахстане последняя южная часть территории была уже завоевана. Там армия генерала Черняева была, там уже насильно было завоеван юг Казахстана. Форпост Верный там был построен, то есть город Алмата, границы России определились. И вот здесь уже законы казахского ханства абсолютно не нужны были здесь. Законы, которые были Тауке хана, Касым хана, Би, решения судей Би, они исчезали. Другие нужны был чиновничный аппарат. Все начинает действовать законы Российской империи, по большому счету. Здесь уже армия российская появляется. Даже вот, кстати, и среди казахов появляются военные, которые носят погоны царской армии. Вот мы знаем Чупанова Алиханова. Да. Он российский офицер был. Губайдулла там, Жантюрин, генерал полностью даже был. То есть они становятся российскими военными. Ну, батыра здесь нет уже. Да. Места нет им. Они исчезли просто-напросто. Исчезли. Как таковые батыры исчезли. Но все равно в понимании казахском, понимании эти батыры оставались. Вот в памяти народа осталось, что они жили свободно, своя была независимость. И вот были много восстаний было. Кенесары Касымов поднимал восстание. Нелегально, но тем не менее его провозглашали ханом, казахским ханом. Это, кстати, внук Аблай-хана. Нелегально, но провозглашали его. Восстание такое было. Потом восстание было, знаете, 916 года. Это когда царизм призывал казахов на военные тыловые работы. Призывал. И тогда казахи подумали, ну есть же возможность получить опять свое ханство. Да? И вот там опять же такие Амангельды Иманов, они ханство свое восстанавливали. Они батыры были. Амангельды Иманов батыры, это последние батыры были. А еще более последние батыры, знаете, когда появился, вот есть упоминание. Когда еще джунгарское ханство исчезло же, да? Исчезло джунгарское ханство. Это 1757 год. Всех джунгары вырезали, потом их расстелили везде, потому что, чтобы они проблем не создавали, да? Вырезали, разогнали. Территория осталась свободная. А сами китайцы, они земледельцы. А эти территории пастбищные были. И вот тогда Аблай-хан грамотно поступил. Он говорит там с правителем Цинской империи, договорился, а давайте, раз мы как будто с вами в дружбе живем, я буду на этой территории жить, вам буду налог платить, вам лошади нужны, кони нужны. И сюда переселил за огромное количество старшего жуза, среднего жуза. Они там жили. Просто жили, не подчиняясь своему Китаю, жили сами по себе. И вот китайцы потом спохватились, но они там уже расселились, по большому счету. Ну а потом, когда Советский Союз появился, границы отделились, они стали подданными Китая. Ну, сейчас мы говорим, что оралманы, да? Ну, они там живут. Много, до сих пор казахов этнически много. Так вот, в 1940
1943 году, в 1943 году в Китае, вот на этих восточных провинциях около Алтая, было восстание казахов. Там восстание тюркских народов было против Китайской империи. Там ущемление было прав людей. И вот возглавил это тюркское восстание Оспан Батыр. Вот из рода Керей Абак, то есть среднего жуза. Он с того времени остался. Вот, и в те времена он возглавил это восстание, всех казахов возглавил. Он от этого ущемления китайцев, он большое количество именно своих соплеменников перевез в Монголию. Батыр он был. Тоже описание есть. Он действительно батыр был, он огромного роста был. Он потом помогал Чойбалсану, это лидеру монгольской революции. Чойбалсан дал ему оружие, дал, войско дал. И вот этот Оспан Батыр в истории остался тем, что он создал армию. И не только китайцы начинают уже, как говорится, ущемлять. Он создать решил свою алтайскую автономию, хотел создать. Независимую ни от России, ни от Китая, свою алтайскую. Даже вот этот Берия, тогда в это время был Берия, Симугушевиль, он узнал об этом восстании и просил Оспана Батыра: прекращайте боевые действия, ни к чему это. Понимаете? Вот последний Батыр. Ну а вот... Почему мы должны сегодня помнить о батырах? Но о батырах, ну кто такой батыр в первую очередь? В первую очередь это патриот. Это человек, который борется за свой род, за свой народ, за свою идентичность, так будем говорить, за свой язык, за свой образ жизни, за свою родину, за свою землю. Вот батырами не рождаются, ими становятся. А на примере их мы по большому счету будем говорить. Вот каждый род знает своего батыра. И вот у казахов есть понятие шежире. Знай своих, это устная история казахов, да? Знай своих предков, знай свою историю. И вот обязательно есть какие-то герои. И на примере этих героев надо воспитывать. Да, он себя не жалел, его все любили, его все уважали, чтили. За что? За то, что он был патриот. Это качество хорошее же. Самая великая вещь для человека – это есть куда вернуться, есть своя земля, своя родина, своя страна. Атамикен – родина предков. Это же большая вещь. Но сказать, что институт батырства, он умер. Но батыры все равно остались. Вот Великая Отечественная война дала целую плеяду тоже батыров современного толка, современного характера.